Здравствуйте! В прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева. И вот несколько тем нашего выпуска. За заслуги в деле становления государственности Анатолий Бибилов наградил работников Министерства иностранных дел. Современная тенденция изменения климата в Республике Северная Осетия-Алания. Во Владикавказе прошел экологический форум. Ее звуки делают любой праздник еще веселее. Материал о работе отделения Остинской гармоники в лицее искусств. За заслуги в деле становления и укрепления государственности и в связи с 25-летним юбилеем со дня образования Министерства иностранных дел Республики сегодня президент Анатолий Бибилов наградил наиболее отличившихся работников внешнеполитического ведомства. Подробности в репортаже Елены Газаевой. В честь 25-летия образования Министерства иностранных дел сегодня указом президента ряд работников министерства получили награды. Президент отметил, что за эти годы внешнеполитическим ведомством было многое сделано для признания Южной Осетии. Работа в этом направлении продолжается и сегодня. Много молодых людей, окончивших лучшие вузы России, это МГИМО и ДИП-академия, которые могут представлять интересы Южной Осетии на любом международном уровне. Президент поблагодарил работников Министерства иностранных дел, которые все эти годы работали в этом направлении. Он выразил надежду, что и дальше будет вестись работа по признанию республики другими государствами. Уверен, что в дальнейшем ваша деятельность будет связана непосредственно с продвижением имиджа Республики Южная Осетия, с результатами дальнейшего признания Республики Южная Осетия и, конечно же, доведения нашей позиции на Женевских дискуссиях. Мурат Кузьмич, это очень важно. Со стороны руководства Республики Южная Осетия заверяю вас, что любая помощь, которая необходима для достижения тех целей и задач, которые мы ставим перед собой, ставит руководство Республики Южная Осетия, любая помощь и всяческая помощь будет оказана для того, чтобы работа Министерства иностранных дел действительно была видна, и результат этой работы, чтобы видел и руководство республики, и, конечно же, народ Республики Южная Осетия. Президент республики подчеркнул, что работа должна вестись в абсолютном взаимодействии внешнеполитическим ведомством Российской Федерации. Глава государства также акцентировал внимание на вопросах развития взаимоотношений с ДНР и ЛНР. На сегодняшний день Южная Осетия является единственной республикой, которая признала независимость этих республик. За заслуги в деле становления и укрепления государственности и в связи с 25-летним юбилеем со дня образования Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия первый министр иностранных дел Урузмак Джиоев был награжден орденом дружбы. За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса республики и многолетнюю добросовестную работу и проявленный профессионализм почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Южная Осетия» присвоено 5 сотрудникам Министерства иностранных дел. Остальные награждены почетными грамотами. Конечно, от имени всех награжденных благодарить руководство Республики Южная Осетия, лично вас за такое внимание, проявленное к коллективу Министерства иностранных дел касательно не только сегодняшнего награждения, но и того внимания, которое было оказано еще ранее. Я смею заверить вас и руководство республики, что коллектив Министерства иностранных дел приложит все усилия для того, чтобы выполнить те задачи, которые уже поставлены руководством Южной Осетии, и те задачи, которые еще нам предстоит выполнить. Елена Газаева, Арнольд Харебов, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Указом президента Анатолия Бибилова, главой администрации Знаурского района, на минувшей неделе назначен Инал Габараев. Сегодня вновь назначенный глава был представлен жителям района.
На встрече было отмечено, что проблемы района хорошо известны руководству и будут решаться постепенно. Эльвира Тибилова подробнее. Президент отметил, что Инала Габараева хорошо знают жители района. Он уже занимал этот пост и за недолгий период времени зарекомендовал себя с хорошей стороны. Am yadam keis, emelektot keikene, uler vetjegen de zerdenish. Feszivedi mekekusse, sveleti mekekusse, sportelse keftava. Uler de zerdenish kene, uler ezon. Ama vetjegen smochter, ama mender, fende şemay. إنال فدر فرتفسم سوا رأينا خيستر أما شماي يبونشو ما يبونشناو ويدارتر أرازا آدم خود خرزي وگن آدم تخي أما جا هاوشي يمشي نطقوية كختاريا كنجتها أما آدم سا كختاريا كنجتها رايقون تكوية وادوچه نشاط خزر Глава государства отметил, что проблемы, с которыми сталкиваются жители, хорошо известны руководству страны. И просьбы населения Знаурского района будут переданы новому главе. В их числе улучшение условий жизни сельской местности. شما جري بما ماويجو شما هم بناته قبل چشره هودون جري بما ما کسی فلهم بناته سخیس فیدار کنوی اما بناته کسی وش پروژه دسته وش پروژه آرز شویسته اما مگس کم گذر فسادر ما فخر جستم توسکای بناته کت فیز مال دستم کنه کد بناته افتاد بناته نلودستم در Куда фазан баданч, скорость фафл дари, ай бачиган, алчидар финчи. Инал Федорович, да форс мавджистам, орозгадар канджистам, алчидар сороджистам, шамай, паша попка, фава, я форс масираза, андар попка, канджи вджиста бузнагина хаста, морфайна хаста. Анатолий Бибилов также отметил, что остинский народ должен быть сплоченным. Только в этом случае можно говорить о развитии государства. Далее президент выразил слова благодарности Рустаму Джуеву за проделанную работу на посту главы администрации Знаурского района. Рустам, Хаментом Эфенди, Бузнак Загам, Алчи Дервечеген Кусым Бойдай, Ябун Кудуофта, Котфенди Мава, Ez Хевше подельник Хөттем, Уша Хосник Хөди, Шемай Is گفت از اون من اوش بلوس نکستا و من ایران از سلاوتن ما شداری در پروبلمات ایسه ما فرصات ایسه هدو شما ایسکی بکویل برن. Рустам Джуев поблагодарил президента за теплые слова и пожелал ему успехов и новых достижений. Он также пожелал плодотворной работы новому главе района, а также поблагодарил сотрудников администрации за совместную работу. Вновь назначенный глава района Инал Габараев поблагодарил всех за оказанное доверие и отметил, что сделает все возможное для развития района. Благодарю вас за доверие и поддержку. Мне знакомы проблемы жителей района. Надеюсь на совместную работу и поддержку со стороны населения. Хочу выразить благодарность Рустаму Джуеву. Им было проделано много работы, но предстоит еще немало. Воспользовавшись случаем, жители района задавали президенту вопросы. Среди них газификация районов. Глава государства отметил, что к работам приступят уже в этом году. Работы будут осуществляться за счет «Газпрома». Эльвира Тибилова, Александр Кокоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Вопрос, нуждающийся в особом внимании. Во Владикавказе прошел экологический форум «Современная тенденция изменения климата в Республике Северная Осетия Алания». В нем приняли участие представители Южной Осетии. Репортаж Розы Тедеевой.
Заведующий кафедрой биологии Юго-Осетинского государственного университета профессор Таймураз Кокоев принял участие в работе экологического форума «Современная тенденция изменения климата в Республике Северная Осетия-Алания на фоне глобального потепления». Форум проходил в Северокавказском горно-металлургическом институте с участием ученых северокавказских республик. Кандидат биологических наук Таймураз Кокоев в своей приветственной речи к участникам форума обратился от имени президента Анатолия Бибилова и от имени народа Южной Осетии. Этот форум был достаточно представлял широкий спектр представителей, так как помимо всех представителей Северной Осетии присутствовали на этом форуме также представители северокавказских республик. Южную Осетию представляли ваш покорный слуга Кокоев Таймураз Исакович и Джоева Циала Георгиевна. В центре внимания ученой общественности были ледники, которыми богата природа Северной Осетии. Кроме того, по мнению ученых, значительный вред экологии наносят промышленные предприятия. Как отметил профессор, в этом плане в Южной Осетии наиболее благоприятные условия. Однако и здесь есть источник загрязнения экологии, расположенная недалеко от города мусоросвалка. Дело в том, что происходит гниение и очень часто даже возгорание. Причем при этом гниении обычно выделяются очень токсичные вещества, такие как, допустим, диоксины, формальдегиды и другие. Эти вещества влияют как на нервную систему, так и на мутагенные свойства, а также на кожные заболевания и, что самое главное, на злокачественные заболевания. Поэтому, безусловно, в ближайшее время, я думаю, что этот вопрос обязательно надо решить. В последнее время в столице значительно увеличилось количество автомашин. Еще один источник вреда для экологии – выхлопные газы. Они тоже выделяют огромное количество выхлопных газов, и это тоже влияет, это мировая проблема, естественно, занимаются во всем мире, поэтому конкретно в Южной Осетии нет, допустим, такой возможности, чтобы проводить такие исследования. Сегодня в Южной Осетии, как отметил Таймураз Кокоев, острый дефицит специалистов-экологов. Этому вопросу необходимо уделить особое внимание и направить по выделяемым целевым местам абитуриентов на учебу в вузы Российской Федерации. Роза Тедеева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Иром Фандер, один из главных национальных музыкальных инструментов, с древности до наших дней продолжает оставаться одним из любимых. Остинская гармошка, ее незабываемые мелодии звучат практически на всех праздниках. Особой популярностью пользуется и отделение остинской гармоники в лицее искусств имени Аксо Колиева. Пять лет Регина Валева играет на остинской гармошке. Еще в детстве она мечтала стать гармонисткой. И это стало возможным после того, как она пошла учиться в лицей искусств имени Аксо Колиева. Именно тогда начало функционировать отделение остинской гармоники. Регина твердо решила, что посвятит свою жизнь искусству. После окончания школы я хочу поступить в музыкальное училище. Далее в моих планах учеба в консерватории. Я для себя решила, что моя профессия обязательно будет связана с Иром Фандер. Остинская гармонь как предмет начали преподавать в лицее 5 лет назад. Идейным вдохновителем стал Хаджумар Джиккаев, который в этой сфере работает более 45 лет. Национальная хореография, вокал, доули, но все же под конец он остановился на гармошке. И вот он с гордостью наблюдает за своими выпускниками. Надо отметить, что многие известные музыканты были его учениками. Совсем в юном возрасте я начал играть на остинской гармошке. Уже в 14 лет работал в Доме культуры. После окончания военной службы я поступил в музыкальное училище Северной Осетии. И с тех пор я преподаю детям. Мне нравится моя работа. И пока я жив, хочу, чтобы звуки Иром Фандер были слышны отовсюду. Ирбек Габараев учится во 2 классе музыкальной школы. И он уверен, что остинская гармонь – его призвание. Я стану гармонистом. Все говорят, что я неплохо играю. Мне очень нравится остинская гармонь. Родители подарили мне Иром Фандер. Теперь я буду заниматься и дома.
До окончания школы в неделю один раз учащиеся будут ходить на кружок и ронфандер, а после окончания 5 классов им выдается аттестат. Елена Газаева, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Праздник национального единения. Вокально-хореографический ансамбль «Русь» на юго-остинской сцене. Концерт был приурочен ко Дню России. И, как мы уже сообщали, вчера вечером Министерством культуры республики было организовано и ряд других мероприятий. Подробнее расскажет наш корреспондент Алена Утаева. Ко дню празднования Дня России в нашу республику из Владимирской области приехали артисты вокально-хореографического ансамбля «Русь» под руководством Николая Литвинова. Ансамбль считается одним из лучших, который объездил весь мир. А теперь своим выступлением артисты решили порадовать юго-осетинского зрителя. Представитель Владимирской области Сергей Полозин поздравил народ Осетии с праздником национального единения и отметил, что между нашими странами такие мероприятия осуществляются в рамках культурного обмена. Примите огромные слова, теплые привет из России. Примите это искренне, примите это от души, примите это посредством песни и пляски, посредством нашей улыбки, нашего доброго настроения. Нам сегодня хочется вас порадовать под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. И вы знаете, глядя на твердый воинский порядок, глядя на ваш замечательный город, на вашу замечательную республику, на многие плакаты, которые видны здесь на баннеры, где портрет нашего президента, мне вот подумалось и, наверное, пришла в голову одна такая замечательная мысль. Как здорово, что у нас есть такой сильный национальный лидер. Как здорово мы окрепли, как здорово, что мы можем сегодня дружить. На концерт был приглашен председатель правительства Эрик Пухаев. Пожелав гостям здоровья и творческих успехов, премьер-министр отметил прекрасное выступление артиста и от имени правительства вручил благодарственное письмо государственному вокально-хореографическому ансамблю «Русь» имени Фирсова в лице художественного руководителя ансамбля, заслуженного артиста Российской Федерации Николая Литвинова за сотрудничество и популяризацию музыкального искусства. Благодарственное письмо было передано и губернатору Владимирской области Светлане Орловой. Что же касается того представления, которое мы с вами сейчас видели, то я был как в сказке. Некоторые вещи из этих номеров я видел только в старых советских фильмах, детских сказках. Василиса прекрасная. То, что я видел сейчас, это меня поразило. Я думаю, что все со мной будут согласны. Артистам ансамбля «Русь» зрители аплодировали стоя. На концерте выступила и наша соотечественница Нина Гатикоева. Ко Дню России Республиканским центром народного творчества также было подготовлено мероприятие с различными конкурсами, играми и народными танцами. По условиям конкурса участники должны были показать умение танцевать хонга, кафт, симт и горский. Победители конкурса были награждены памятными призами, а у тех, кто еще не умеет исполнять национальные танцы, была возможность научиться некоторым элементам. Танцы очень полюбились нашему народу, там, независимо от возраста. И обычно наши предки всегда во время любого праздника они организовывали такие игры и танцы. И мы хотим то, чтобы, когда бывают праздники, чтобы мы восстановили вот все это. И когда у нас бывают праздники, чтобы мы тоже устраивали наши народные игры и танцы. И у нас непосредственно выступают именно зрители. Мы даже не знаем, кто-то видит, не видит. Но у нас еще случая не было, чтобы не вышли. Особенно чем позднее, тем они активнее начинают выходить и танцевать. Была организована и фотовыставка, где ярко была показана красота природы Южной Осетии. Алена Утаева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 14 июня.
Ясноурском районе республики днем ясно, вечером дождь. Днем температура воздуха плюс 24, ночью плюс 18. В Заурском районе ясно, небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 23. В городе Квайса ясно, небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 22. В Ленигорском районе Южной Осетии ясно, небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 16. В столице республики Цхинвали ясно, небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 22. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания.